Бывший глава Минпрома Таджикистана задержан за мошенничество в особо крупном размере. В соцсети появилась информация с именами и сроками 16 осужденных так называемого Рушанского дела. Высокопоставленный чиновник таджикского происхождения в Кыргызстане отстранен от должности. В Ижевске жертвами стрельбы в школе стали 11 детей и 4 взрослых. В Душанбе задержан Шавкат Бобозода, директор агентства по экспорту при правительстве Таджикистана и бывший глава Минпрома страны. Официальной информации об аресте высокопоставленного чиновника нет. Как сообщают источники радио «Зодей», Бобозода подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно информации источников, Шавкат Бобозода был задержан 2 недели назад. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 247 Уголовного кодекса Таджикистана «Мошенничество в особо крупном размере». Главе агентства по экспорту грозит крупный штраф или лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Шавкат Бобозода задержан на основании жалобы одной из зарубежных компаний. Он подозревается в том, что получил у этой компании $300 тысяч, но не исполнил условия договора, сообщил источник в правоохранительных органах Таджикистана. Радио «Зоди» пишет, что Шавкат Бобозода сейчас находится в СИЗО МВД Таджикистана. Следствие по делу ведут следователи Генеральной прокуратуры. Власти задержания высокопоставленного чиновника не комментируют. Постановление правительства об освобождении Шавката Бобозода от занимаемой должности не опубликовано. 60-летний Шавкат Бобозода с 2019 года является директором агентства по экспорту при правительстве Таджикистана. Ведомство было создано годом ранее в целях продвижения отечественных товаров и услуг на рынках других государств. Шавкат Бобозода работал министром промышленности и новых технологий страны с ноября 2013 года по январь 2019 года. С поста руководителя Минпрома он был освобожден с формулировкой в связи с переходом на другую работу. Однако пресс-служба президента Таджикистана написала, что причина отставки – выявленные многочисленные недостатки в подконтрольных министру учреждениях. Постановлением правительства Бобозода сразу же был назначен директором агентства по экспорту. Журналистка Нора Саркорова, которая освещает события, связанные с Горо-Бадахшанской автономной областью, опубликовала имена и сроки 16 осужденных из примерно 70 фигурантов громкого так называемого Рушанского дела. Большинство приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 3 к пожизненному заключению. По информации Саркоровой, после спецоперации по силовому разгону акции протеста 17-18 мая 2022 года в Рушанском районе Гбао были убиты более 40 человек, арестовано 240 уроженцев Рушанского района. 3 августа в Душанбе начался первый массовый судебный процесс по так называемому Рушанскому делу во главе с генерал-майором Холбашем Холбашевым. Суд рассматривал уголовные дела сразу 70 человек. Большинство подсудимых не имели доступа к адвокатам или не смогли получить полноценную квалифицированную юридическую защиту. Судебный процесс прошел в закрытом режиме без участия родных и общественности. На суде, сообщает Нора Саркорова, многие подсудимые заявляли о применении к ним недозволенных следственных методов работы, в том числе жестоких пыток. Однако суд проигнорировал эти заявления. В итоге, по информации журналистки, 21 сентября суд приговорил генерал-майора Холбаша Холбашева, а также Кульмамада Палаева и Пахлавона Ширалиева к пожизненному заключению, а остальных, в том числе родного брата и родственников генерала Холбашева, брата убитого неформального лидера ГБАУ Юдгора Гуломхайдарова, колонии. Власти до сих пор не предоставили официальную информацию об итогах первого процесса по Рушанскому делу. Равшанбек Сабиров, высокопоставленный чиновник таджикского происхождения в правительстве Кыргызстана, освобожден от должности директора Национального агентства по инвестициям. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Пресс-служба президента Кыргызской республики сообщает, что Равшанбек Сабиров написал заявление об уходе по собственному желанию. Равшанбек Сабиров ушел в отставку после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе и на фоне сообщений об участившихся в последние дни случаев притеснения, запугивания, дискриминации и преследования пребывающих на территории Кыргызстана граждан Таджикистана и этнических таджиков. МИД Таджикистана 22 сентября заявила протест в связи с этим. МИД Кыргызской республики в свою очередь заявила о многочисленных обращениях этнических кыргызов
о запугивании и притеснении на территории Таджикистана. Число жертв стрельбы в школе номер 88 города Ижевска Российской Федерации выросло до 15. 11 погибших – это дети, сообщил Следственный комитет России. Нападение устроил 34-летний местный житель Артем Казанцев, он совершил самоубийство. На настоящий момент следователями СКР установлено, что в результате совершения преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых, говорится в сообщении Следственного комитета России. Стрелявший покончил с собой, сообщили ранее в МВД. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, заявили в СКР. Там также сообщили, что личность нападавшего на школу в Ижевске установлена. Это выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляду и окружение. Как сообщает база, на обоих пистолетах убийцы висят плетеные самодельные брелки. В один брелок вплетены имена Эрик и Дилан, так звали устроивших расстрел в школе Колумбайн в штате Колорадо, США. На втором надпись тоже латиницей «Колумбайн». На обоймах для оружия стрелок написал «Ненависть». Сообщение о стрельбе в школе номер 88 на Пушкинской улице в Ижевске появилось утром в понедельник в российских телеграм-каналах.